Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вот в прошлой передаче мы коснулись темы рабства и того, что человек не всегда осознает и понимает, что жизненные идеалы и какие-то цели ему все-таки навязаны. И те решения, которые он зачастую принимает в течение дня, они продиктованы не какими-то там его собственными желаниями или даже потребностями, а зачастую продиктованы именно страхами. И вот в течение дня человек испытывает тысячи страхов. И они какие-то и явные бывают, и скрытые, и рациональные, и иррациональные. Зачастую, конечно, это иррациональные страхи, когда на самом деле человеку ничего не угрожает. Но все-таки есть один страх, который абсолютно рационален. Это страх смерти. Потому что смерть — это, наверное, такое единственное стабильное событие в жизни каждого человека. Это то, о чем человек наверняка знает и знает достоверно, что это с ним в жизни произойдет. И вот такой момент. А почему знание о смерти, оно не очень-то и влияет на жизнь человека? То есть он не так часто об этом задумывается. Далеко не каждую неделю даже человек об этом задумывается. Что не дает человеку понять, что он смертен? И вот еще один момент все-таки такой важный. Почему, когда человек видит гибель других людей, видит пострадавших в результате, катаклизмов, в результате катастроф, войн и так далее, первая мысль — это не сострадание и помощь ближнему, а именно «слава Богу, это не со мной». Вот я жив, со мной все хорошо, и слава Богу. И вот знаете, когда ты смотришь на вот эту ситуацию, когда ты видишь, как сознание работает внутри человека, то задаешься невольно вопросом: а вообще может ли общество и каждый человек, живущий в этом обществе, все-таки искренне сострадать проблемам другого человека? Или все-таки для людей, для нас, это, какая-то мимолетная впечатляющая картинка, от которой ты быстренько хочешь избавиться? Все это очень коротко, эмоционально, но все-таки коротко. Это естественно. Угу. Что привлекает человека? Чье-то страдание, чья-то смерть. Давай посмотрим, как ведем себя мы, люди, когда вот кто-то, допустим, попал под автомобиль, да? Угу. Собирается толпа, все стоят, смотрят. Все боятся, все испытывают в это время страх. Угу. Но каждый, как ты сказала, считает, слава Богу, что это не я. Угу. Но каждый одевает эту рубашку. Ненадолго, но одевает. И стремится ее снять. Угу. Почему? Дискомфорт вызывает. Вот поэтому люди вот таких явных картинок пытаются избегать, но в то же время они их привлекают. И то, что ты сказала, что люди не думают о смерти там целыми неделями, вряд ли думают. И довольно часто. А то, что мы не верим, не осознаем, вернее, мы верим в то, что наша жизнь конечна. Угу. Мы не осознаем, что мы смертны. Почему? Потому что сознание наше, оно устроено именно таким образом, что теоретически мы это понимаем, мы видели, как умирают другие, мы это понимаем, мы понимаем, что и мы умрем, но мы не верим в то, что жизнь на этом заканчивается. Понимаешь? Почему? Потому что сознание наше прекрасно понимает, что жизнь после смерти физического тела для него, во всяком случае для сознания, продолжится. Угу. И как личность мы знаем, что она продолжится в разных ипостасях. Конечно, личность стремится к жизни вечной, но она также понимает, что даже не обретя жизнь вечную, человек становится субличностью. Это есть в понимании у каждого из нас, если покопаться внутри, даже в сознании. Вот из-за этого какого-то такого страха смерти нет, но есть страх умереть. Угу. Больше всего боимся того, что мы не знаем. Мы не знаем, что там за этим порогом. И вот это пугает. И еще очень пугает то, что что-то изменится. Мы боимся перемен. Это тоже вызывает страх. Угу. Боимся утратить то, что мы здесь имеем, родных, близких, друзей. Это тоже пугает. По факту самой смерти человек не боится. А большинство людей умирает очень спокойно. Они не хватаются за воздух, они не кричат, не шумят.
а просто тихо уходят. Хотя предварительно практически каждый понимает, что вот произойдет. А люди ведь, ну, я не беру несчастные случаи, убийства или еще что-то. А когда человек подходит время, он стареет, болезни, он чувствует, что смерть подходит. И в панику не впадает, уходят тихо, большинство. А вот такой еще момент, Игорь Михайлович, мы говорили про то, что не всегда трогает людей то, что рядом погибают люди. А вот такой момент, как сострадание. Сострадание, оно вообще сознанию свойственно? Сознанию нет. Сознанию свойственно понимание того, что с ним может произойти такое. Страх от того, что с ним это может произойти. А сострадания у сознания практически нет. И вот тоже интересная закономерность. У животных оно более выражено, чем у людей на уровне сознания. А у человека часто проявляется вот это сострадание от ума, скажем так, когда за ним кто-то наблюдает. А мы все-таки живем в социуме, в обществе, и мы боимся больше осуждения того, что мы не оказали помощь. Но если человек, скажем так, понимает, что никто не узнает, что он не оказал помощь кому-то, зачастую просто не оказывает. А здесь есть простая формула. Чем выше духовность человека, тем выше эмпатия. А с отсюда идет и милосердие, и взаимопомощь, и все остальное. То есть чем ниже духовно человек, это так оно и есть, друзья, тем меньше в человеке милосердия. Давай я приведу простой пример для понимания. К примеру, человек попал под автомобиль, и кто-то увидел. Берем просто человек. Увидел, как другой человек попал под автомобиль. Оказал помощь первичную, вызвал скорую помощь. Узнал, что у человека тяжелая ситуация в финансовом плане, даже оказал ему материальную помощь. И, как правило, люди стремятся забыть за это, гордясь тем, что они оказали помощь. Хотя прекрасно понимая, даже дождавшись скорую, услышав от фельдшеров, которые приехали на скорой, что придется много операций сделать, но ты жить будешь. И вот понимая и зная, что у человека предстоят огромные расходы, люди пытаются от этого отойти. За редким исключением, кто продолжает оказывать помощь, то есть поддерживать человека до конца. Почему? Это ж не мой друг, не мой знакомый или еще что-то. То есть это не тот, кто меня осудит, если я этого не сделаю. Чужой. Чужой. То есть и можно не помогать. А чем выше духовность у людей, тем выше тоже милосердие, выше стремление к помощи. То есть люди не могут не оказать помощь. То есть вот это милосердие и сочувствие — это именно следствие уже духовной жизни человека, то есть это качество личности? Да, это больше относится все-таки к личности. Знаете, в буддизме тоже так интересно говорили о том, что по вот этому критерию, есть в тебе милосердие или нет, можно понять, насколько правильна твоя духовная жизнь, насколько правильна твоя медитация. То есть что вот этот критерий… Естественно, это же естественно. То есть человек, развиваясь духовно, он развивает в себе человеческие качества. А человеческие качества — это как раз и проявляются в том же милосердии, в сочувствии. Это нормально. Это прекрасно, но знаете, Игорь Михайлович, мы живем в мире, где, к сожалению, огромное количество людей, которые не растут духовно, не работают над собой. И все-таки, если говорить о сочувствии, взаимопомощи в рамках, скажем так, сознания, то есть получается, что вот многие люди, они ждут и ожидают, что наверное, должно произойти что-то такое, не знаю, может быть, какие-то масштабные катаклизмы, где куча людей погибнет. И вот это их настолько впечатлит, что тогда проснется в них какое-то сочувствие, и они начнут действовать, какие-то решения предпринимать. Не начнут. Понимаешь, есть еще одна проблема. Погиб человек. И когда нам показывают это даже, по телевизору возьмем, показывают образ этого человека, рассказывают о его жизни, показывают, как он погиб, у нас возникает сострадание, у нас возникает сочувствие к этому человеку. Но если нам будут показывать массово миллионы убитых, то это уже переходит в статистику. У нас не будет включаться эмпатия. Единственное, что у нас будет включаться, это страх того, что и я бы мог быть там, или не дай Бог со мной такое произойдет, что я войду в число
вот этих людей, которые погибли. Ох. Так устроен человек. То есть чем дальше мы входим в стадию, скажем так, климатических катастроф, катаклизмов и так далее, количество массовых жертв будет меньше включать людей, которые не работают Да. духовно? Наша эмпатия будет снижаться. А зато будет больше проявляться эгоизм, больше будет проявляться страхов за свою судьбу. Причем, подчеркиваю, именно за свою судьбу. Люди будут искать, как приспособиться. Им, если это будет продолжаться так вот, как идет сейчас, и никаких изменений не будет в сторону улучшения ситуации, скажем так, там, развития созидательного общества или какая-то альтернатива этому не будет реализовываться, то чем дальше, тем больше мы будем видеть, как у людей будет очень резко, да я бы даже сказал, катастрофически снижаться эмпатия. Это неизбежно. Мне, знаете, Это вопрос выживания, выживания человечества. мне очень запомнилось, как вы когда-то говорили, что система же все это и творит. И когда Да, человек является частью системы, он не может как бы критично и плохо относиться к тому, Да. что он Что сам, делает хозяин? получается, делает хозяин. Давай вот честно глянем на ситуацию. Что сейчас происходит в мире? Да? Кризисы, не будем их перечислять, массово. Помимо климата, ведь это же творим мы. Или же это творят те, кого мы избрали для себя. Вот так же. И вот отсюда и возникает проблема: так кто виноват? Вот смотришь, и такое вот ощущение, что, знаешь, мир сошел с ума. А понимая, что происходит сейчас с климатом, понимая, что ждет человечество, и мы наблюдаем такую ситуацию, которая происходит. Мы понимаем, что в любой момент может разгореться ядерная война, да все что угодно. Но это же делаем мы. Если с климатом бороться нельзя, то вопрос: а зачем же мы тогда пытаемся его опередить? Чем это обусловлено? И самое интересное, огромная масса людей, умных, грамотных, понимая, что это не так, понимая, что сейчас происходят реально страшные вещи, происходит разрыв, разделение людей. Я уже молчу о гибели людей, массовой гибели людей. Но таки ж это происходит, и мы молчим. Мы ничего не предпринимаем. Разве это не снижение эмпатии? Разве это не утрата духовности? В то время, когда у нас, извини, у нас работают целые институты религии, у нас, как говорят, миллиарды и миллиарды верующих. Вопрос: а где они? Это очень важное понимание, потому что ты понимаешь, что она в тебе просто так на уровне сознания не включится. Ни эмпатия, конечно. ни сострадание. И когда ты знаешь, то ты хотя бы действуешь против вот этих шаблонных сценариев системы. Ты понимаешь, что ждать сострадания и сочувствия, находясь на уровне сознания, не следует ни от других, ни от себя, что ты будешь это сочувствие проявлять. Поэтому, а раз это сценарий системы шаблонный, то чего ждать? Нужно уже действовать как-то, да. То есть, если ты видишь, что происходит в этом мире, то направить все это не на само какое-то бичевание, не на тревогу, а именно на конкретные шаги. Ведь страх — это отсутствие стратегии какой-то, да. И нам закрывают эту стратегию. Человек не знает, что делать в этом обществе. Почему люди, знаете, апатичны и не действуют? Потому что они понимают, что это безрезультатно как-то, да. То есть, Я что бы скажу они ни проще. делали. Вот понимая, исходя из всего, что сейчас происходит, сейчас важно для всех и для каждого, друзья мои, это заниматься своим духовным развитием. Почему? Это точно нужно. Мы, скажем так, все вместе мы можем изменить многое. Но пока мы разделены, пока мы не объединены одной идеей улучшения жизни всех и каждому, в том числе и каждому из нас, друзья, нас будут разделять, и мы не сможем контролировать ситуацию. Мы не сможем улучшить ничего. А раз мы не можем улучшить ничего, значит, мы должны приложить максимум усилий для своего духовного спасения и духовного развития. Разве не так? А вот еще такой момент, Игорь Михайлович. Очень многие обеспокоены тем, что, скажем, те вещи, которые тебя впечатляли буквально еще вчера, те события, которые происходят в мире, те картинки, которые ты видел, вдруг в какой-то момент не срабатывают. То ли психика адаптируется, то ли еще что-то. И страшно, что ты вдруг осознаешь, что тебя это не трогает, что ты становишься каким-то, что ли, бесчувственным или бесчеловечным. Адаптация. Адаптация к ситуации.
Еще раз повторю, когда мы видим смерть одного человека, это трагедия. Когда это принимает уже массовость, то это становится статистикой. Мы адаптируемся к этому. Оно уже так не трогает. Понимаешь, это вот опять-таки, как вот попал кто-то в беду. Мы оказали помощь. Ну, оказали помощь и хватит. Дальше пусть сам выходит из этой ситуации, да? А как же, если человек не может, вот сама ситуация не позволяет? А где девается наше милосердие? А где девается наше сочувствие? То есть, знаете, Простой вопрос. как будто бы сознанию нужны все более и более впечатляющие, что ли, Конечно. картинки А или давайте вот этого. посмотрим, как развивается наше телевидение, как развиваются новостные каналы. Ведь все больше и больше показывают того, что называется жесть, да? Когда смотреть уже просто противно. Разве не так? Потому что нас пытаются впечатлить. А для чего системе это нужно? Концентрация. Страх — это сконцентрированное внимание. Вот 100%. это топливо. И вот что бы мы ни крутили и как бы мы ни делали, система гоняется за нашим вниманием. Всем нужно наше внимание. И мы друг у друга пытаемся привлечь это внимание. Вот многие люди считают, что проявление вот этой твердости, бесчувственности, такой холодности, вот это правильно, что различные проявления чувств, может быть, где-то всплакнул, когда ушел близкий, или еще что-то, что это проявление слабости прежде всего человеке, потому что таким образом ты отдаешь системе внимание и так далее и тому подобное. Знаешь, Татьяна, было хорошее выражение — бездушный. И вот когда человек пытается стать бездушным, он им и становится. Ведь и радость многие боятся проявлять. То есть любые То же эмоции, не самое. только печаль, но и вот… Человек — существо эмоциональное. Вопрос лишь в том, кто стоит и кто заказывает тебе ту или иную эмоцию и для чего. Понимаешь? Когда мы эмоционируем, когда нас пробуждается злость, ненависть, еще что-то, ведь это самые выбросы такие, самые большие и значительные нашего внимания. Мы расходуем свою энергию. Мы расходуем не только прану, но и алла. Для тех, кто знает, что это такое. Понимаешь? То есть мы выбрасываем свою жизненную энергию. И это действительно так. Но когда наша, скажем, эмоция наполнена радостью и любовью, настоящей, то это наоборот хорошо. Опять-таки, давай возьмем служение дьяволу. Человек испытывает радость? Нет, эйфорию может. А за счет эндорфинов или искусственно введенных наркотиков — эйфория. Он впадает в заблуждение. Может испытывать кратковременную радость от какого-то приобретения, от хорошей новости. Когда его похвалили, уделили ему внимание. Немножко. Но это длительный процесс имеет эти радости? Нет. Кратковременно. Все да. кратковременно, все сиюминутно, быстро исчезает. И, как правило, за этой радостью идет печаль. А когда человек развивается духовно, что он в первую очередь начинает испытывать? Присутствие покоя, потом радости, а потом даже наслаждение. Это уже когда есть у человека контакт выражен. И разве это заканчивается? Нет, не заканчивается. Это только нарастает. И чем больше она нарастает, тем больше она начинает сказываться даже на эмоциях. Человек, знаешь, как говорят, как дурачок, сидит и улыбается. Почему? Потому что ему хорошо. И ему уже не до мира, потому что ему прекрасно. Ему уже на эти ситуации, на эти новости, на проблемы, на политику и на климат уже как-то не хочется обращать внимание, мягко скажем. Почему? Потому что ему прекрасно, начинает жить. Разве это не эмоция? Эмоция, но она носит другой характер. И она не кратковременна. Так же? И он чувствует жизнь в другом человеке, Конечно. потенциал, который есть заложен в другом человеке. И, конечно, ценит этот это уже потенциал. когда действительно человек уже начинает развиваться настолько, что начинает чувствовать других, тогда да. А от этого еще радостнее становится, когда встречаешь тоже человека, который тоже наполнен любовью. Еще что хочется отметить. Когда человек наполнен этой любовью, радостью, и даже сталкиваясь с чужим горем, эта радость внутренняя не прекращается. Но есть опять-таки то, что мы с тобой перечисляли. И милосердие проявляется, и сочувствие проявляется, и понимание есть, и стремление помочь
не заканчивается, но радость не приходит. Почему? Потому что ты же понимаешь, что происходит с человеком, это происходит всего лишь с его телом и с его временным существованием здесь, правильно? Если можешь что-то изменить, ты меняешь, можешь что-то улучшить, ты улучшаешь. Это естественное стремление твое, но радость не приходит. А когда человек существует, скажем так, в замкнутой системе своего сознания, когда им властвуют демоны, то здесь, конечно, эмоции шквал. То есть только он радовался, тут же он плачет. Только плакал, опять смеется. Постоянные качели система устраивает. Почему? Из крайности в крайность или выравнивает настолько и замыкает на себе. И отсюда порождается, в буквальном смысле, самоедство. Там говорят, депрессия у человека. Не депрессия, а эгоизм. Самый обыкновенный, скажем. Для чего? Чтобы привлечь к себе внимание. И человек только озабочен тем, чтобы привлечь к себе внимание. Вот почему? Чем человек больше духовно занимается и развивается духовно, тем у него отпадает потребность в чужом внимании. Просто уже все равно. Но есть еще один побочный эффект, друзья мои. Чужое мнение перестает влиять на тебя. Почему? Потому что ты не зависишь от чужого внимания. То есть тебе мнение чьих-то бесов в голове как-то не вызывает эмоций, скажем так. Правильно? Для некоторых это минус, а для некоторых это плюс. Но понять это можно лишь тогда, когда ты развиваешься, скажем, до определенной степени. Здорово. Игорь Михайлович, Здорово, да. А еще такой вопрос. А можно ли, если говорить о страхах, потому что все-таки у страха плохая компания, это и агрессия, и злость, и тому подобное, и люди, конечно же, будучи в страхе, будучи в рабстве, у системы они просто априори не могут быть счастливы, тем более счастливы в потребительском формате общества. А можно ли вообще как-то избавиться от этих страхов? Можно ли не бояться вовсе не бояться смерти? Может ли человек, духовно освободившийся, скажем так, не бояться? Духовное развитие и страх. Как вот эти категории? Какая корреляция? Какая корреляция, да? Очень простая. Чем человек, скажем так, больше развивается духовно, как личность, тем больше приходит понимание и осознание, что все твои страхи, они формируются лишь в твоем сознании, друг мой. Человек как личность, он не может бояться. Просто не может бояться чего бы то ни было в этом материальном мире. Все страхи, они в сознании. Скажем так, испытывает ли человек страх на пути духовном? Вначале да, но чем дальше, тем меньше, меньше и меньше, как человек. А когда человек достигает духовного спасения при жизни, избавляется ли он от страха? Как человек, конечно. Но на уровне сознания страхи все остаются. Разве не так? Приведу простой пример. Друзья мои, те, кто смотрит нас впервые и не знаком с «АЛЛАТРАой», для вас это может быть не совсем понятно. Но для наших аллатровцев, я думаю, будет понятно. Давайте вспомним Иисуса Христа, когда на распятие Он покинул свое тело, как кричало Его сознание. Сознание, да, но не Он. В этом смысл. А вот такой момент еще, Игорь Михайлович. Когда человек уходит, вы говорили, когда он уходит, скажем так, прана заканчивается, и вот есть естественная такая смерть, то он как бы осознает, что с ним происходит. А система знает заранее, когда человек уйдет. Конечно, знает. И система знает, и сознание знает, и личность знает. Человек не знает. Ого. Вопрос, а где ж тогда А где человек? Кто он? Кто он тогда Все знают, И вот, а он в неведении. когда человек находится в рабстве у сатаны, он никто. За него живет сознание. Личность недоразвита, сознание, скажем, манипулятор. Естественно, тогда он мало что знает. Для того, чтобы человек это осознавал, а примеров таких очень много, давай посмотрим жизнь святых, да, которые заранее предупреждали о своем уходе. Давай посмотрим жизнь магов, которые также заранее предупреждали о своем уходе. Точно определившиеся ты или там, Конечно. или там. Правильно. То есть человек должен сделать выбор.
И вот почему в древних религиях человек в возрасте 14 лет, ну приблизительно, на втором всплеске, он определялся, он с Богом или с сатаной, с кем он. Ну так же? Мгм. Это очень важный элемент. Мгм. Почему? Потому что человек осознанно выбирает, кому служить. Я почему еще затронула эту тему, потому что люди говорили, что они вдруг замечали, что как-то так складывались обстоятельства в их жизни перед уходом близкого человека, что или за неделю, или за пару дней до смерти человека приходили плохие мысли, либо создавались ситуации конфликтные, где потом тебя одолевало огромное чувство вины. За то, что ты поступил Да. неправильно, и человек ушел Мгм. и тому подобное. Но система, она же подготавливает это все. Мгм. Часто и густо такое бывает. Мгм. Не всегда, слава Богу, но достаточно часто. А вот такой еще вопрос, Игорь Михайлович. Мы часто говорили о том, что человека ждет после смерти либо жизнь, либо смерть, что он станет либо духовным Субличность. существом, либо субличностью. Но есть еще состояние покоя, о котором, в принципе, мало что сказано. Вот что это за состояние покоя, что нужно для того, чтобы человек его, ну что ли, заслужил? Кто может даровать покой человеку? Вот на эту Хорошо тему это еще или хотела плохо? поговорить, да. Ну, я скажу так. На сегодняшний день это огромная награда для любого человека. Мгм. Почему? Потому что субличность, она не спит. Мы утрачиваем функцию сна после того, как покидаем тело. Мгм. В любом случае. Ангелы не спят, субличности не спят. Сон есть только здесь. Сон необходим для физического тела и необходим для того, чтобы личность отдыхала от сознания. Хотя, опять-таки, даже во время сна возникают сновидения, то есть активность сознания, которая мешает отдыхать личность. Мгм. И мы это все воспринимаем. Так вот, состояние покоя. Хорошо это или плохо? Это очень хорошо. Простой пример. Человек не достиг духовного спасения. Он не обрел жизнь. Значит, он уже приговорен к страданиям заведомо, которые могут длиться тысячелетиями. Это вечность в аду. Мгм. Ну, как бы его ни украшали, как бы его ни называли, а состояние субличности — это действительно страшно. И самое печальное, что это каждый из нас знает, заглянув, скажем так, в себя. Почему? Потому что, ну, скажем так, понимание этого есть у каждого. Нам, конечно, благодаря религиям описали это все совершенно по-другому, что мы в физическом теле, где-то пребываем, еще что-то. Нет. Каждый из нас знает правду, знает, что будет происходить. Человек остается такой же, как он есть. Абсолютно ничего не меняется, кроме тела. Те же мысли, эмоции, только они усиливаются. Все становится ярче, все становится реальнее. И знаешь, что самое страшное? Память возвращается. Человек, став субличностью, он помнит каждое мгновение своей жизни. Каждое. И будет переживать его миллиарды раз. Оценивая, вот надо было так поступить, надо было сделать так. И плюс само состояние, когда тела нет, а фантомные боли остаются, скажем так. Это чувство жжения, это физика, чувство сдавления. Это отмечали очень многие. Те, кто даже на короткий промежуток времени побывал с той стороны и вернулся. Это действительно так. Ну и об этом говорили тоже. Скажем, это не мы придумали, так что это исторические факты. Когда об этом говорили пророки, о том, как будет себя чувствовать человек. И вот представь, состояние покоя. Это ты уснул, твоя смерть — это сон. Ты просто уснул и все. То есть человек заслуживает того, что он лишается страданий. Понимаешь, ну это милость или нет? Это огромная милость. Это не спасение, но это колоссальный выход, избавления от боли, страданий и переживаний. Потому что субличность — это не жизнь, это мучение, это наказание. Вы знаете, те люди, которые не ставят для себя почему-то максимальные задачи духовного спасения, зададутся вопросом, а как хотя бы, чтобы покой заслужить? Что вот нужно для этого? Ну, об этом давно говорилось. Десятина. Неожиданно. Да. 10% своего внимания
ты должен вкладывать каждый день в свое духовное развитие. Это минимум. И здесь опять-таки, если человек ведет образ жизни, ну, скажем так, в котором он обманывает людей, слегка служит на систему, скажем, слегка, подчеркиваю, обвесил, обманул, не совсем честен был, допустил много злости в себе, но не превалирует эта злость в нем все равно. Все равно он себя останавливает. Но в то же время допускает. Такая слабость общечеловеческая, среднестатистически, скажем так. То человеку нужно 20% своего времени тратить на духовное развитие, это быть в практиках. Это с глубокой-глубокой древности идет и по сегодняшний день. 10%, 20% внимания в течение дня. Да. Говорю проще, 2,5 или 5 часов быть в практиках. Каждый день. И стараться в течение дня быть человеком. Хорошо. Вопрос про десятину. То есть десятина — это не выдумка апексианцев или атлантов и тех, кто был потомками. То есть что это? Давай Это возьмем. способ наживы Хорошо. или куда? Да. Татьяна, давай вернемся к апексианцам. Апексианцы создали религию Так. как инструмент, где назначили себя богами и заставили людей отдавать массово свое внимание им. А внимание, еще раз говорю, это жизненная энергия. И вот люди сами, как коровы, знаешь, молоко дают, так и люди отдавали свою жизнь. Просто сами. Но тем, кто отдавал больше и усерднее, и восхвалял их, и был примером для других, апексианцы давали средства для жизни в большем количестве, чем другим. Они их приподнимали из толпы, назначая их правителями над толпой и управленцами. Понимаешь? Ну, первый раз десятина упоминается в здоровье Ветхом возвращает. Завете. Может быть, как-то это связано Я с не согласен с тобой. Торой? Я с тобой не согласен. Да, считается, что первый раз она вот упоминается Авраам в Торе. давал десятину. Да, Авраам дал десятину. Первый раз в современной цивилизации упоминается о десятине как о том, что само собой разумеется, которое существует как бы веками, упоминание о Шумер. Они записывали и десятину, и подати, и все остальное. То есть в том числе и десятину. Десятина — это намного раньше Шумер. Так, интересно. Как, скажем так, Но это если мы имеем в виду материальное, правильно? Не внимание отдавать в практиках, а рассчитываться материально. как материальные Да. средства там, или имущество, или еще что-то могут повлиять на судьбу человека после смерти? Хорошо. Давай тогда затронем такой момент. Когда появилась десятина? И вообще, что это такое? Это были времена еще, когда люди жили в сообществах. Это времена Аладхярыч, Общение. общин. Но когда уже начал пробиваться вот этот наш потребительский формат, то есть когда люди подземелья уже активировались, и вот эта агарта начала выходить. Понимаешь, то есть постепенно и потихоньку влияя на мнение людей. Но это произошло, как мы с тобой уже это оговаривали когда-то, уже достаточно давно, когда произошел упадок в самих Аладхярах, то есть соблазнил дьявола их. И вот отсюда начался спад. Сообщество с духовного начало медленно скатываться в потребительский формат. Были в те времена сообщества, где сообщество и есть сообщество. Как говорится, все, что тебе надо, есть, а лишнего тебе не надо. Но появились потом с упадком духовности, я так скажу, в обществе, появилось моё. Частная собственность. И вот эта частная собственность начала разделять сообщество. То есть появились фермеры, появились мастеровые, которые начали там что-то мастерить там. Но были и те люди в обществе, кто действительно стремился к духовному, кто продолжал духовное спасение. Какой выход нашли Аладхяры? Ведь они ввели вот эту десятину. Это задолго
скажем так, до Торы. Мгм. Объясняю. Человек работает в поле. Ему нужно с утра до вечера работать для того, чтобы вырастить что-то, то, что необходимо всему сообществу. Мгм. Но это его частная собственность. Ну, скажем, современным языком, это его бизнес начался. Для того, чтобы выменять это на одежду, там, на мясо, потому что есть другой фермер, который выращивает животных, скот. Или охотник, который с утра до вечера охотится. Понимаешь? То есть Мгм. естественный обменный процесс шел. Ну, скажем так, по-современному это бартерные сделки шли, Мгм. понимаешь, такое? Материальный обмен. Мгм. У человека нет, ну, даже 2,5 часов. Почему? Он утром рано ушел и вечером поздно пришел. Если он будет выполнять практики, он будет просто засыпать. Что и происходило, собственно говоря. Почему стал вопрос? А обществу нужно то, что он выращивает, или то, что он делает. Обществу надо. Потребность огромная в тех же продуктах, в той же одежде и тому подобное. То есть начался бизнес частный, появились собственные территории. Как быть в таком случае? Это что, этим людям пропадать или Мгм. им бросать работу? Если все спасаются, а есть часть Конечно. людей, которые… Да, почему? Потому что когда было сообщество, все было распределено. И люди находили время. Это все было просто. Но с появлением частной собственности люди начали разбиваться, скажем так, уже на конкретные профессии. Мгм. Понимаешь? И они вынуждены. Так что человек не может даже покоя обрести. Понятно, что духовное спасение надо зарабатывать самому. Ты его просто так не купишь. Но они пришли к простой формуле. Человек тратит на то, чтобы вырастить урожай, свое внимание в эквиваленте 100%. Мгм. А минимум человек должен тратить 10% на то, чтобы обрести покой. Значит, 10% от своего урожая он передавал в сообщество. Что делало сообщество? Оно распределяло вот это данное им, а это как эквивалент внимания, еще раз объясняю. Потому что человек потратил на него время свое. Он потратил свое внимание, свою жизнь на то, чтобы это вырастить. Мгм. И вот эти 10% идут тем, кто действительно занимался духовным саморазвитием и не только, но и работал на мир духовный, скажем так. Они пропагандировали, они это развивали, ну и тому подобное. То есть, значит, это отходит в служение миру духовному. Тем, кто отстаивал права и пытался в то время удержать, скажем так, доминирование духовного во всем обществе. Таким образом произошла компенсация. Куда направлялись эти Если средства? человек, сейчас расскажу, если человек занимался обменными процессами, а обмены — это торговля, Мгм. всегда стремились быть выгодней, правильно? Всегда стремились провести сделки эти более выгодные для себя. Значит, был обман, была немножко ложь, ну, где-то взвесили не так, где-то еще что-то. Почему? Потому что начался бизнес. И человек понимал и осознавал, что он давал плохое задорого, ну, скажем так. Как быть в этом случае? Если человек в жизни, ну, ведет нечестную торговлю и многое другое, то, что, вот, к примеру, запрещал пророк, последний пророк, Да. величайший из людей. Что в таком случае? А у человека работа такая, у него торговля. Что предложили Аладхиары? 20%. Как в жизни ты должен тратить 20%, так и здесь ты должен отдавать 20% своего внимания, эквивалент вниманию. И тогда ты получаешь покой. Вопрос: куда и как тратили это? Вот как раз тратили это все на содержание тех, кто занимался 100%, практически 100%, ну 100% невозможно, но минимум 90-95% своего внимания тратили на жизнь и на служение миру духовному здесь, именно на его интерес. Это шло исключительно на них. И таким образом оно все компенсировалось. То есть это устраивает духовный мир, потому что все честно. Это устраивает и систему, все честно. То есть все было на паритетах. И человек получал покой. И вот почему с тех пор и по сегодняшний день, если человек делает что-то очень хорошее для духовного мира, что способствует, ну, скажем, прогрессированию или реализации каких-то моментов, которые, ну я так аккуратно скажу, которые выгодны миру духовному, здесь, в этом мертвом мире,
то человек автоматом получает, скажем, Покой. покой — это точно. Хотел сказать спасение. Спасение — это надо слишком много сделать для того, чтобы получать. Такое же тоже бывает. И Иисус, Он продемонстрировал это всё, что как высшее существо Он может даровать. Он может даровать жизнь вечную. И это так. Вопрос лишь в том, что да, этот человек обретает жизнь, но обретает ее опять-таки в этом мире мы вынуждены говорить языком статусов, иерархии и тому подобное. Не скажешь же, что ангел недоразвитый, да? Какой-то он что, деформированный или что с ним? Давай приведем такой пример, чтобы было понятно. Человек на своем духовном пути здесь, в этой мертвой среде, заведомо мертвый. Опять-таки подчеркиваю, если кто-то не понимает, о чем я говорю, то скажу: в этом мире все смертно. Даже Вселенная, она заканчивается. Не говоря о галактиках, планетах и уж тем более о нас. Так что спорить здесь бессмысленно, друзья. Это заведомо мертвое. И здесь обретать вечность — это крайне важно. Правильно? Да. В этом мертвом мире. Так вот, когда человек идет по духовному пути здесь, то он выходит, как выпускник старших классов, и ему теперь надо идти в университет. Да. А ангел, который идет в университет. А если человека, который не прошел вот эту школу, взять и забрать, то это все равно, что мы его отправили в детский садик. Если здесь за очень короткий промежуток времени личность развивается действительно до больших высот, а если мы берем бодхисаттву, то есть человек за жизнь может стать бодхисаттвой. А бодхисаттва — это уже истинное служение, это уже взрослый ангел. Или, скажем так, это уже не просто выпускник университета, бакалавр, а магистр, так скажем. Или уже ученая степень даже, так вот скажем, профессор, если говорить нашим языком. Это уровень бодхисаттвы. Но человек может это сделать здесь. Почему? Потому что условия такие. И здесь действительно, в этих условиях, человек как ангел, он развивается намного быстрее. А там то, что у нас здесь может быть 100 лет, то там это в нашем исчислении может длиться 100 миллиардов. Куда спешить, когда у тебя вечность? Дарование спасения — это редчайшие случаи, когда в миру находятся действительно посланники Божьи. Это редко. И это надо заслуживать. Это должна быть польза для мира духовного огромная человека. Но в истории с Иисусом Христом это была огромная помощь для мира духовного. Почему? Потому что это был колоссальный пример, который до сегодняшнего дня он значим для верующих. Даже мы сейчас использовали этот пример, чтобы объяснить вам, друзья, простоту и понимание этого всего. Игорь Михайлович, а можно ли повлиять на послесмертную судьбу человека, если вдруг человеку не удалось, скажем так, соединиться со своей душой и стать ангелом? Просто упоминается, скажем так, во многих религиях говорится о том, что если вы будете молиться за человека или если вы будете подавать милостыню за него, то и он был грешен, то вы как-то, облегчите эти страдания его в этой гиене огненной. Здесь двояко. Поясню: обман от системы. Когда мы начинаем вспоминать субличность, то ей действительно становится легче. Но мы отбираем от живого и отдаем заведомо мертвым. Пусть мертвые заботятся о своих мертвецах. Разве не так? Это не значит, что вспоминать нельзя. Родные и близкие, конечно, мы вспомним. Нельзя жить этим образом. Нельзя эмоционировать. Нельзя этот образ оживлять. А что мы делаем? Когда молимся, вспоминаем образ, имя. Конечно. И нас обязывают даже молиться, вспоминать, переживать, разговаривать, извиняться или еще что-то. Перед кем? Перед мертвым. Так же? То есть отдавать свое живое, жизненно. А когда мы отдаем это мертвецам, это не просто наше время, это огромное количество нашей жизни, которая большей частью забирается самой системой, и 10% остается субличность. Но ей достаточно для того, чтобы сделать, скажем так, представь, жара невыносимая и глоток холодной воды. Это же прекрасно. Да?
на время, но не навсегда. Мы облегчаем, но не убираем. А вот другой вопрос. Можем ли мы вымолить ему прощение? Нет. Можем ли мы его выкупить за свой счет? Ну вот как, по примеру, Милостыня. десятины, да, Или милостынь. 10, да. Или десятиной, да? Ну вот мы взяли, отдали свою десятину за родного любимого родственника. Нет. Почему? Потому что он не сделал ничего. Он не спас себя, не позаботился о себе. Даже на Мы 10%. ничего не можем. Раздавая милостыню, мы можем помочь облегчить ему жизнь? Нет. Никаким образом. А нас к чему приучили? В ней поминания, Да, от помяни, да, да. от запомни. Опять-таки, это торговля нашей жизнью. Неважно, мы там конфетки раздали. Да, этой системе мы отдали фрагменты своей жизни. И опять-таки, давайте не забывать о профессиональных нищих, да? А мы же должны раздавать нищим. Ну вот простой пример приведу. Возле одного религиозного учреждения, возле которого мне приходилось много лет рядом проходить, в одном и том же месте находятся профессиональные нищие, которые, ну, как религиозную организацию, паломников много, и они вот сидят и побираются. У них работа такая. Приведу простой пример. Я много лет отработал. Достаточно было средств, но тем не менее, когда я увидел, я просто, знаешь, так, меня это удивило. Я знал, что у этого профессионального нищего квартира в центре столицы. У меня не было. Машина плохенькая, правда, не очень хорошая. Но когда он достал только вышедший iPhone, который я себе не мог позволить, это не значит, что я не мог купить его. Я мог. Но я тратил эти средства на то, чтобы помочь вам, друзья. Для того, чтобы служить миру духовному, а не на себя в таком количестве. Я прекрасно пользовался старым. Но он достал новый. Вот тебе и ответ, понимаешь? Раздавать милостыню кому? Кому? Если истинно нуждающимся, то это идет твое личное милосердие. Ты проявляешь свое милосердие. Это твои баллы тебе, но не мертвому, который умер. Но все-таки можно ли помочь мертвому человеку, который умер? Ответ — да. Этот закон ввели Аладхяры. Это от них идет это все. Но помочь ты можешь только до 9-го дня. О. Дальше все бессмысленно. Когда субличность уже определилась как субличность, то процесс уже входит в законную силу, скажем так, и обжалованию не подлежит. Помочь уже невозможно. А вот есть 9 дней, которые очень ценны, когда человек вышел, скажем, из своего тела, и пока он не определился. Что значит не определился? Это тоже не совсем верное выражение. Человек, умирая, становясь субличностью, никуда он не девается от души. Но и душа не уходит в тот мир. Просто идет переселение от одного человека к другому. Я понимаю, у некоторых, особенно людей, увлеченных религией, подчеркиваю, увлеченных, а не знающих и верящих в нее. И здесь тоже есть огромная разница. Это может вызвать, как бы какой-то такой, знаешь, вот, что ж вы рассказываете, ребята. А я скажу так: изучите свои религии. Иисус говорил о переселении душ, о реинкарнации. Все пророки говорили о переселении душ и реинкарнации. И ад, место ада, есть только одно — возле своей души. Никуда ты от нее не денешься, пока она не освободится. Это факт. И вот душа переселяется, выйдя из одного тела в другое. Почти сразу же, да? Если измерять мерками нашими, не более 12 минут. Но если измерять другими мерками, это может быть довольно долго. Но в нашем мире это 12 минут. Хотя могут быть долгие очереди. Ну вот 9 дней, 9-й день, день поминания усопших, очень важный Вот день. отсюда Очень. и 9 дней. Ну, у них есть еще 3 дня, там другой период. 40, это тоже да. важно. 40 дней, год и тому подобное. Почему? Потому что когда рассказывали, объясняли, что по нашему времени это может занять 40 дней, это может занять год, но на самом деле это 12 минут максимум. Это если во временном промежутке. Вот сейчас опять скажут, что мы упоминаем. Друзья мои, я сейчас скажу, почему и с откуда, и где это было подтверждено, и кто использовал этот опыт, но
Это не значит, что мы разделяем, ну, как сказать, ихнее политическое убеждение. Мы просто ссылаемся на опыт Ананербе. Там это было доказано на физических экспериментах. Кому интересно, изучайте. Все можно найти и все можно изучить. И опять-таки, можно ли достичь спасения в религиях? Да, в любой религии можно достичь спасения, но нужно изучать те же религии. Так же? Почему люди, называющие себя верующими, они упираются в массу противоречий и на этом останавливаются? И в конечном счете заканчивается чем? Что мне вот пришел вот жрецу, что жрец сказал, так оно и есть. И я должен верить ему. Кому? Такому же смертному, как и ты? Разве не так? А для того, чтобы изучить и понять свою религию и найти то зерно, которое давал пророк, или давал Иисус, или давали другие, скажем, тоже Заратуштра, многие другие, даже Будда. Ведь та, скажем так, река, по которой сейчас плывут буддисты, это не река Будды. У Будды был океан. Океан вечности и жизни. А сейчас они просто текут по горной реке и даже отрицают существование Бога. А ведь смысл буддизма был прийти к освобождению. А сейчас к обретению покоя субличности, чтобы не стать субличностью вот активно и тратить жизнь на то, а они тратят по 100% внимания. Ты представляешь, как дорого они покупают то, что стоит дешево? Я вот говорю современным потребительским языком. Ну разве не так? Всю свою жизнь, чтобы обрести покой, который стоит 10% твоего внимания. Конечно. А ты платишь 100%. А монахи, они ну, минимум 90%, 95% влаживают. Это то, за что можно купить жизнь вечную. Они покупают, извини, всего лишь покой. Так вот, возвращаемся к субличности и к 9 дням. Когда переходит, скажем так, субличность в новое тело вместе с душой, там, понятно, проявляется новая личность, там другой человек живет, хозяйствует. А человек уже как субличность умерший, он уже никуда не денется, он не может влиять на процессы новой жизни, ну если он не активен, но это тема другая. То пока проходит 9 дней, почему 9 дней так важно? А вселяется ведь он на 8-й день жизни. Потому что вот с 8 по 17 день ребенка это очень важное время. В это время формируется он как личность, в это время формируется сознание, и в это время сознание, вторичное сознание, подчеркиваю, оно проводит ревизию всего организма. То есть, ну, ревизия начинается мгновенно, то есть он изучает тело и тому подобное. У нас когда-то были передачи, я рассказывал за больных деток, у которых родовые травмы, которые вот до 8-го дня 1 минута. На 8-й день, если опоздал хоть на минутку, активация произошла, все. То есть уже нужны месяцы, чтобы его вылечить. И вот, казалось бы, там минутка. А что значит эта минутка? А если вот ставили же эксперименты и проверяли на 8-й день, подключали энцефалограф, наблюдали за детьми, которые под энцефалографом были вследствие родовых травм. Вне зависимости от того, есть сосуд, травмированный, не травмированный, на 8-й день идет скачок, на 17-й день идет скачок, абсолютно идентичный первому. Что это за процесс? Почему в течение 8 дней не проходил? Почему в течение других 9 дней не проходил, а потом резкий скачок, активация. Это, знаешь, вот хороший пинок нейронам. То есть вот как включили, ну или, скажем так, подали большее напряжение, да, то есть оно все так вот лампочки загорелись, и дальше опять норма. Но ритм уже немножко другой. Интересно, потому что в религии говорится о том, что именно на 9-й день окончательно вершится судьба Да, это умершего. окончательно вершится судьба умершего. То есть может быть так, что на протяжении 9 дней может быть дарован субличности покой, Да. и тогда в теле нового человека, скажем так, Будет этот фильтр становится светлый. неактивным. С Он 8 светлее. по 17 день вот это решается, да? С 8 по 17. Вопрос, как это сделать? Вот. И вот здесь аватхяры вели практику. От того, что этот человек, ведь он тратил время, он зарабатывал себе что-то. То есть он создавал свое хозяйство, он там что-то накапливал, не имеет значения, пусть это будет всего лишь 10 ложек. Это все, что он заработал за свою жизнь. Но родственники должны отдать 1 ложку. Его. Его лично, не свое.
а его. И тогда он обретает покой. А родственники 9 могут спокойно пользоваться. Но если родственники пользуются 10 ложками его, то они будут оплачивать ему своей жизнью. Здесь тоже есть закон. Ведь ты используешь то, за что человек получил, ну, скажем так, наказание. А ты это используешь в своей жизни. Можно ли обмануть закон Божий и физику Божью, когда Невозможно. люди скрывают, скажем Невозможно. так? Мгм. Невозможно и нереально. Приведу простой пример. К примеру, человек, ну, бизнесмен, давай скажем так, человек засеял поле, вырастил 100 мешков пшеницы. На следующий год он взял у других соседей еще себе пару полей. И ему нужно 90 мешков, чтобы засеять все поля. Значит, его прибыль осталась сколько? 10 мешков. А засевал он и 9 мешками. Собрал 100. А теперь ему, чтобы засеять все поля, нужно 90 мешков. Ну, он как бы вкладывает в бизнес. Значит, у него осталось сколько? 10 мешков. Да? Так же ж? Да. Но у него изначально было 9 мешков, значит, прибыль у него 1 мешок. Из прибыли он должен отдать 10%. Ну, это сколько там? Ну, пусть мешок 50 килограмм. Значит, он должен отдать всего лишь 5 килограмм. Ну так же ж? Ну да, с прибыли. Ну это ж прибыль. И тогда человек никогда не получит покоя. Никогда. Почему? Потому что его прибыль, он засеял там 9 мешков, да? Вырастил 100 мешков. У него 91 мешок прибыли. Засеял он 9 мешков, а получил 100 мешков. Прибыль дана ему за то, что он вложил внимание. Он купил ценой собственной жизни 91 мешок. Так же? Потратил время свое на 91 Неважно. мешок. Он купил ценой собственной жизни. Вместо того, чтобы купить себе покой или жизнь, он купил себе 91 мешок пшеницы. Именно настолько он стал богаче или беднее по жизни. Есть каждому свое. Но это материальная прибыль. Так вот, он должен отдать десятину с 91 мешка, а не 5 килограмм с одного мешка. Тогда это честно. А если при этом он кого-то обвесил и обманул, значит, он должен отдать 20% для того, чтобы спать потом спокойно. И это написано в том числе и в той же Торе, во всех религиях. Почему? Потому что убрать это было проблематично. Еще, во-первых, ну, в начале становления религии об этом знали многие, и еще это крайне оказалось выгодно для религии. Это сбор средств. И на них начали строить, укреплять что? Собственную власть, доминирование над людьми. Покупать индульгенции за свою Покупать. неправедную жизнь. Заставили Или людей же, да, совершенно правильно. просто откупиться, ведя Вопрос. плохую Можно жизнь. ли откупиться у тех, кто стремится к власти? Земной власти. То есть кому ты будешь отдавать свои 10%, чтобы получить покой? К сатане? Получишь ты покой или нет? А ведь Господь что сказал? Не будет никого между мной и тобой, только ты и я. А с откуда взяли самоназначенные жрецы и начали навязывать, что они являются посредниками? Посредниками знаешь, что являются? С натяжкой скажу. Но если смотреть честно, то да, это представители мира духовного, тех, кто живут духовно, тех, кто сами оживают и другим помогают. Действительно, те, кто представляют интересы мира духовного на земле. Тогда и это считается. Это те, какими были Аладхьяры. И это работало. Вы знаете, всегда интересовал этот вопрос, потому что, с одной стороны, ты встречаешь, что в Библии, допустим, тот же Иисус, Он как бы не отрицал эту десятину. И вплоть до того, что были сюжеты в Библии, где Он наблюдал и говорил: вот богатые люди, скажем так, в сокровищницу кладут столько-то, а вот бедная вдова там отдала все свое пропитание, все, что у нее когда было. богатые много положили, Да, но это ничто по а сравнению бедная с тем, положила что 2 монетки. И он сказал: смотрите, да, вот
она… Больше всех положила на Конечно. самом деле. Ведь не важно, не важно, сколько ты кладешь. Ведь вот мы сейчас посчитали с тобой, с бизнесменом, да? А представь, вот пришла женщина, которая вот отдала десятину, она отдала ложку зерна. Это все, что у нее есть. А тот богатый бизнесмен отдал 5 килограмм. Разве это сравнимо? И вот кто меряет и чем? Понимаешь, в мире духовном меряется истина, меряется вниманием, силой твоей, твоим вложением настоящим. Сколько ты любви отдаешь, сколько ты внимания вкладываешь. Но если мы берем мир духовный и освобождение, здесь нельзя без любви. Ты не покупаешь. Не работает это. Ты не покупаешь ничего. Купить можно здесь. Ведь человек как субличность, он остается у князя мира сего в мире смертном и материальном, и он все равно умрет второй раз. Все равно это неизбежно, это будет. Да, это может быть через тысячи и тысячи лет, но это будет. А в мире духовном человек существует всегда. Он становится равным среди равных. И в этом смысл, друзья. И вот для этого стоит жить, для этого стоит трудиться. Экономить собственное внимание на то, чтобы обрести жизнь, это глупо, это смешно. Ну, всякое бывает в жизни. У человека семья, ответственность, ему надо кормить, он хочет для них что-то лучшее, большее и тому подобное. Ну и сам хочет жить. Ну, знаешь, настолько он погряз в рабстве, но он боится смерти. Он боится мучений, которые его ждут. Ну поэтому Аладхьяры и предложили такой выход — 10 от внимания. А что дает, скажем, вот этот покой, состояние покоя субличности для тех, кто остается здесь? Ну, в первую очередь, вот ради тех, кто остается здесь, и был введен вот этот закон, который опять-таки он с разрешения мира духовного существует по их велению. Почему? Потому что оставшиеся родственники, они не кормят систему, они не кормят мертвеца. Когда субличность спит, то она не жрет живых. В буквальном смысле слова. Ведь не зря появились легенды и сказания за вампиров, за все остальное, что мертвые или мертвец пожирает живых. Это в действительности так. Какой бы он хороший, прекрасный человек и любящий не был при жизни, когда он становится субличностью, он как оголенный нерв. Ему требуется помощь. Он будет хвататься за всех, до кого дотянется. Голоден. Да. И чтобы утолить этот голод, ему, ну, опять-таки, а кто самые близкие? Кого, чей образ самый живой и яркий у него? Ну вот и ответ. И страдают кто? Родственники. И здесь резко начинают проявляться неудачи, болезни, отвлечения. Почему? Потому что люди начинают об этом думать, начинают вкладывать. То есть он помогает системе обобрать своих родственников, проще так скажем. Потому что он часть системы становится. Он уже не тот человек, который был. Он без шансов в жизни. Поэтому, чтобы помочь родственникам в первую очередь, чтобы оградить живых от мертвого, вот этот закон и ввели. Ну и помочь опять-таки мертвецу, почему бы и нет. И еще, что немаловажно, ведь став субличностью активной или спящей, отсюда тоже много зависит. Вот, к примеру, человек остается активной субличностью. И попадая в новое тело, он может обречь новую личность на первый тип. То есть почему? Потому что он активен. И личности уже плохо слышно мир духовный, уже сложнее до него дорваться, сложнее к нему прийти. Вот это стеклышко становится темнее, и света меньше попадает, уже ориентиров меньше. А спящая субличность, она прозрачна, то есть она не мешает. Здесь плюсов много, как самому человеку, так и живым, так и следующей личности. Интересы духовного мира соблюдены, и интересы системы соблюдены. То есть это уравновешивается. Давай простой пример приведу. Вот если мы возьмем, помнишь, с тобой говорили о едином мировом правительстве, Да. которое вынуждено будет в
нынешних условиях сократить численность людей, но об этом все знают, и об этом многие говорят, скажем так, от 8 миллиардов хотя бы до 500 миллионов. А почему? Потому что экология, потому что климат, потому что нехватка и проблем много, да? И еще плохо управляемая толпа. 500 миллионов — это идеальное общество и для Земли, и для управления. Рабов достаточно, но мусорят меньше, чем 8 миллиардов. Логично? Логично. А 7,5 миллиардов субличности? Они перераспределяются на новых, вновь рождающихся. Обязательно, конечно. То есть получается, что в принципе дальнейшее Я скажу общество при так, сокращении на один населения. сосуд живой, зарождающийся, может не только одна субличность, а и десяток быть на одном носителе. А может и больше. Вот и ответ. Поэтому спящие субличности, они прозрачны, они вреда приносят намного меньше. И вот представь, если действительно такое произойдет, какие шансы будут у тех 500 миллионов. Которые родятся уже вот эти новые, Конечно, да? следующее Кто-то придёт. поколение, конечно. Первый тип, Первый чистейший, тип. без совершенно связи, Совершенно правильно. Без перспектив. еле-еле-еле уловимой связи с Вопрос. душой. Это общество сможет развиваться духовно? Оно будет интересно миру духовному? Нет. Почему? Потому что права нарушены мира духовного. Монада перевесила в другую сторону. То есть расширение человеческой популяции — это еще и облегчение вот этой Естественный нагрузки, процесс. правильно? Конечно. Почему я говорил, что в созидательном обществе и 25 миллиардов мало, и 50 мало. Потому что это действительно хорошо. Земля прокормит, проблем здесь нет. Новые научные достижения легко это решают. Плюс экспансия других планет. Ведь это легко в созидательном обществе сделать. То есть получается, что вообще еще такой момент, что сфера, получается, она закрытая, и ну как бы субличностей очень много за все время существования. Ой, вы знаете, тут Лучше не задаешься еще считать. вопросом, сколько людей живет в современном Ну. мире и какой огромный всплеск На этот рождаемости. На это есть ответ. Скажем так, вот. Если мы глянем, понятно, вот некоторые возмутятся там или еще что-то, есть опыт психологов, психиатров и тому подобное, которые сталкивались с активными субличностями в человеке. Порой насчитываются десятки, а порой и больше. Это абсолютно другие люди со своим опытом жизни, со всем на свете. Если правильно использовать правильные техники гипноза, можно вытянуть, человек тебе расскажет полностью подробно все свое существование. То есть активация субличности идет. Говорят, плод фантазии, вымысел. Знаете, человек не способен придумать то, что происходило в реальности и которое подтверждается исторически. Не способен. Вот мы хотели тогда сделать проект этот, это был бы замечательный проект, где в конечном счете люди бы пришли к этому пониманию, к контакту с субличностями, и многие бы увидели. Но война внесла свои коррективы. Мы уже начали этот проект, но не успели его развить. На все воля Божья. Ох, как сегодня много обратной связи интересной и ответов вообще. Игорь Это правда Михайлович, жизни. Это мы всего лишь прошли по верхам. а можно еще вот такой вопрос? Ребята задавали, а все-таки человек, когда утрачивает жизнь, он сразу осознает, что он субличность и какой ужас ему предстоит. Что происходит, скажем, с человеком, который является субличностью? Нет, сразу человек не испытывает ужас. Ужас к нему приходит после 9-го дня. То есть есть еще вот А этот этап. понимание того, что он умер, приходит сразу. Но остается надежда. Пока еще, знаешь, такое вот. Говорит, не путайте, знаешь, как в анекдоте, говорит, отдых с ПМЖ, да? Вот. А когда человек обретает жизнь, скажем так, чувствует ли он это в сам момент обретения жизни, слияния здесь еще при жизни тела, и чувствует, как это на чувствах, собственно, происходит, Что когда происходит? жизнь А никак. земная уходит? А никак, в этом и весь феномен.
Но опять давай скажем, что существует несколько путей. Существуют люди, которые находятся конкретно на служении миру духовному, и они достойны открыванию этих знаний. Они используют специальные практики. И тогда при использовании именно специальных практик для человека происходит, ну, значит, огромный взрыв. Это я бы сравнил, представь, твои способности умственные, подчеркиваю, увеличатся многократно, когда все, что было темно, вокруг тебя становится светлым. То есть это ни с чем не спутаешь. Это приходит полное осознание твоей жизни, и что обратного пути нет. Но это для тех, кто действительно использует правильные практики для нужных вещей. Массово это, конечно, не происходит. И в этом есть определенная закономерность. То есть вот что произойдет с человеком, когда он наконец-то достиг этого слияния, он обрел жизнь, да? Просветление пришло. Никакого просветления не будет, друзья. Ничего не изменится. Вот ты лег спать заведомо мертвым или потенциально живым, а проснулся живым. Но это происходит через сон. Поймет ли это человек? Ничего на утро? не поймет. Ну хотя бы по косвенным каким-то признакам. Ну, по косвенным есть понимание. Сознание становится какое-то пугливое, как-то щерится, но не сильно кусается. Понимание жизни становится какое-то такое правильное, знаешь, вот как повзрослел человек. Вот если вкапываться, да, заметно, человек становится взрослее, увереннее, спокойнее, но он уже живой. Единственная разница — упасть не сможет, понимаешь? Ангелы не падают. Это правда. Не сделает глупость. Почему? Он скорее пожертвует собственным телом, чем заберет чужую жизнь. Он этого никогда не сделает. Почему? Потому что он ангел. Не он давал эту жизнь, чтобы забирать ее. Он же ж не дьявол, чтобы покушаться на чужое. Вот это да, это будет. Ну и, скажем, в принципе, это будет для него незаметно. Сознание будет гавкать? Будет. Будет сознание продолжать бояться? Будет. Конечно, будет. Но единственное, да, эмоции не так трогают. Но это ж не из-за того, что эмпатия не развилась. Нет, эмоции именно страха, какой-то глупости. Ты их будешь чувствовать, но ты не будешь ими так вот, ну, скажем, так оплачивать усердно. Ты будешь слышать, что тебя разводят, скажем так, и хотят вытянуть у тебя, знаешь, с кошелька какую-то монету. Вот это да, понимание приходит. А так, что прямо человек осознал, нет, не осознает. Знаешь, почему это происходит? Почему? Чтобы человек не останавливался, а рос. Ведь человек может здесь, в этом мире, достичь уровня бодхисаттвы, развиться. Ты представляешь, что это? Уже говорили, это уровень там, профессора, академиков, ну наших такого, а не просто школу закончить. У нас время сжато, образование личности идет семимильными шагами, а там это может занять огромное количество времени. И опять-таки, захочет ли он как личность, как ангел интенсивно развиваться. Да, он будет развиваться, это неизбежно, это бесконечность, но куда спешить? Там другое. Сознание никогда не поймет, на какой стадии развития Конечно, не находится поймет. личность. Невозможно это оценивать сознанием, невозможно. Поэтому у человека этот процесс сокрыт, пока он не выйдет. А вот когда тело, опять-таки, прекращает существование, и вот человек выходит, почему я сказал, пока он не выйдет. И вот тогда происходит такая метаморфоза, что… Ну, еще есть один маленький момент — это практики. Вот этот ответ любви, он становится такой, знаешь, циркулярный. Ну вот нет посыла приема, знаешь, такой прием передач. Нет. Жизнь. Да, просто уже жизнь течет. Ну, вот это ценный момент. Но опять, это те тонкости, которые ты начинаешь понимать уже потом, уже обретя жизнь, уже подальше, на следующих ступенях развития, когда уже университет заканчиваешь, скажем так. Просто многие ведь задавали какой вопрос, что вот есть прана, есть жизнь этого тела. И ну вот как так бывает, что некоторые люди, которые достигают духовного спасения, они что, принимают какое-то решение уйти, несмотря на то, что прана не Объясню из закончилась, практики. или вернуться служить? Объясню из практики. Даже те, кто
намерен служить серьезно, становится на путь служения, он выполняет специальные практики. Как только в нем просыпается жизнь, быстро исчезает из этого мира. Почему? Потому что крана в его руках. Понимаешь? А прана — это как бензин в машине. Ну, слил и ушел. Служить кто будет? Вот в чем вопрос. Желающих пройти по короткому пути много. Даже с желанием от сознания служить потом миру духовному. Но когда приходит понимание, когда приходит вот это просветление, а ты еще в теле, ты понимаешь никчемность этого мира, ты понимаешь всю эту иллюзорность и всю эту игру. И вот здесь парадокс. Еще не совсем созревший, скажем, как ангел, ты уже начинаешь воспринимать других людей как недостойных того, чтобы ты остался здесь помогать им. Ну, есть такая слабость. Ангел должен созреть, ангел должен вырасти. Тогда и понимание всего процесса. Почему? Потому что пока не получил вот это наслаждение от прихода от тебе подобных, то ты не поймешь всю эту ценность и важность. А когда ты понимаешь это, тогда ты делаешь все возможное для того, чтобы мир бесконечный, ангельский, каждое мгновение многократно увеличивался. Ну, понять нашим сознанием это сложно. Но одно точно ясно, что просто так уйти без специальных практик Я у скажу человека так, вот не чтобы люди получится. поняли. Говоря земным языком, представьте, что у вас случайно нашелся кошелек электронный, который, ну, когда-то кто-то вам подарил, на котором лежало там, ну, пару тысяч биткоинов, которые стоили тогда 50 центов. Тогда. И сейчас вдруг вы видите, что биткоин резко растет, и он уже переваливает за 100 тысяч долларов. Каждый. Да, такой, да, вот прирост. Чувствуете? Радость такую вот. Ну, можете представить, как вы отреагируете бурно таким новостям, да? У вас пару тысяч вот на кошельке оказалось, вы случайно нашли, а там вот такой рост. Но это ничто по сравнению с реальной радостью ангела. Ну надо же было как-то параллель провести. А то скажут, что вот как раз радуются ангелы тому, что биткоин растет. Знаешь, как сознание переключу. Бывает такое. На то, но и сознание. Да? Тогда еще один все-таки вопрос, если можно. Когда человек освобождается, когда он становится свободным и уходит из этой, скажем, мирской жизни уже, помнит ли он о том, что происходило здесь? Или есть только чувство любви и все, и нет никакой, скажем, памяти о том, что здесь было? Да, есть чувство любви, огромное понимание причинно-следственных связей всего мироздания, подчеркиваю, не только этой Вселенной и не только этой жизни. А помнит ли он свою жизнь? Да, каждое мгновение. Каждое, подчеркиваю. Причем помнит не только, ну, вот как мы помним, да, а даже дуновение ветерка, даже голос каждой птички и даже работу каждой клетки. Это другой мир. Помнит. Все помнит. Субличность помнит лишь каждое мгновение своей жизни. Каждое. Все то, что помнишь ты, друг мой. Вот что помнишь, то и останется. Если не приведи Господи, сатана тебя победит. Ну а если Бог поможет, и в тебе хватит мужества и любви, и ты станешь ангелом, то будешь помнить все. И даже будешь помнить это мгновение. Только воспримешь его по-другому и поймешь его лучше. Не так, как сейчас. Ты это понимаешь своим сознанием. Вот так все просто. И в памяти остается много. Игорь Михайлович, а может ли человек, находясь здесь, скажем так, связаться с человеком, который обрел жизнь? Вот. Каким образом? Да, ну то есть По многие какому обращаются, телефону? скажем так, к тем же образам святых, скажем, Да. людей, которые гарантированно стали
все-таки святыми и обрели жизнь. Допустим, человек знает о том, что определенный святой человек, он все-таки обрел жизнь. Скажем, может ли обращение к нему как-то духовно укрепить человека или помочь ему? Физически. Вылечить его или еще что-то. Но все-таки, наверное, в духовном плане. Ну, в духовном плане как пример может. Просто как пример, как человек, достигший жизни. А связаться может ли мертвый с живым? Нет, конечно, друзья мои, нет. И еще раз говорю, нет. А от обретшей жизнь может. Но если ты конкретно знаешь его. Если ты не знаешь того, с кем ты хочешь связаться, ты не свяжешься. В этом тоже есть смысл. Даже если ты обрел жизнь. Но для чего связаться, собственно? Для того, чтобы укрепиться духовно, тогда нужно сразу же и направляться. Если к ты обрел жизнь, тебе источнику укрепление любви. уже не нужно. Да, да. Вот в чем смысл. А когда ты на пути, то образ истинно святого, обретшего жизнь, конечно, может тебе помочь своим примером, своей жизнью. Может. Но вопрос в другом. Мы же идем в храмы к образам. Зачем? За здоровьем? За решением своих проблем? Мы платим своим вниманием и что? Порой получаем даже здоровье. Разве не так? А что работает? Простой пример. За нас помолился какой-то, ну прям волшебный святой, которого вот при жизни все считают святым. И вдруг мы выздоравливаем. Может быть такое? Да полно, друзья. Часто и густо. Это называется эффектом плацебо. То есть ты покупаешь своим вниманием, своей верой заведомо мертвое, ты покупаешь заведомо мертвое. Даже собственное здоровье, ведь оно не живое. Для нас оно ценно, ну пока мы в теле, и значимо, пока мы в теле. Но Господь не давал этих механизмов. Это дьявольские механизмы. Всего лишь в мертвых телах, заведомо мертвых, подчеркиваю. Но ты платишь жизнью за то же здоровье, за те же разрешения проблем с каким-то близким тебе человеком. Ну что, не так? У тебя что, языка нету, друг мой? Пойти и поговорить в открытую с этим близким человеком, если он тебе дорог? Или ты забыл дорогу в больницу, где работают доктора, чтобы вылечить свое тело? Да, некоторые скажут, бывают болезни, которые не лечат доктора. А приходишь к магу или жрецу, а здесь это абсолютно одинаково. Они проводят колдовской обряд или читают молитву, но эта молитва направлена к дьяволу, так же, как и колдовской обряд. И ты обретаешь здоровье. Да, обретаешь, но ты отдаешь за него жизнь. И что тогда? Что дальше? Смысл от твоего здоровья, которым ты будешь пользоваться, даже если ты будешь пользоваться им 50 лет, даже 100 лет. Бог с ним. Что это тебе даст? По-моему, ничего. А вот развивать науку, развивать медицину надо, чтобы не возникало таких проблем. Правильно? Да. Потому что через науку можно решить все проблемы со здоровьем. И через науку реально можно доказать, что и мир существует, в том числе и духовный. Правильно? Все можно, если захотеть. Вот один из наших зрителей задает такой вопрос. Он уже такого зрелого возраста, ему за 70 лет, и он очень поздно столкнулся с знаниями истинными. И вот он говорит, что я очень переживаю, что я не успею спастись, и можно ли хотя бы заслужить покой в том мире? А если человек в старости, ну, скажем, остается мало времени, и понятно, что не хватает чисто математически, скажем, ему ни времени, ни сил для того, чтобы обрести хотя бы покой. Как раз для этого тоже Аладхьяры и вели эту десятину. Она решает очень много проблем. В буквальном смысле слова. Но она не работает в потребительском формате Ну, в общества. потребительском не работает. Что сделаешь? Понятно, что здесь те институты, которые должны представлять интересы мира духовного, они работают на себя. Они работают на власть, как мы уже говорили, работают на накопительство, и понятно, что они не функционируют. Но мы говорим сейчас о временах Аладхьяров и временах, когда были те, кто истинно служили миру духовному, когда этот закон был введен. Действительно, это работало. Почему? Потому что человек прожил жизнь, он работал
принципе хороший человек, но он не вкладывал. И здесь он чувствует, узнает, что у него проблемы со здоровьем, ему осталось 2 дня. Можно ли за 2 дня спастись? Нет, конечно. Конечно, нет. Но покой обрести он может. Многое решает вот таких вот острых моментов. Но, знаешь, это всего лишь разговор о покое. Это разговор не о жизни. Конечно, вот пришедшие с мира того, они могут и жизнь подарить. Пусть маленького ангелочка, которому придется долго расти, не в этом мире растет, не в этих тепличных условиях для созревания ангела. И вот некоторые скажут, как это тепличные условия. Да, друзья мои, вот это мир, это и есть теплица для ангелов. Просто многие, как и многие семена, не всходят. Но выбор, всходить или не всходить, в каждом из нас. Это тоже надо понимать. По нашему выбору все происходит. А условия действительно, они лучше не придумаешь для роста ангела. И хотя бы 2,5 часа в течение дня постараться уделять свое Духовной внимание практике. духовной практике. Это Да, как это минимум. для того, чтобы обрести, извини, покой. Но это не та плата за жизнь вечная. Там надо стараться, им надо жить. Ну, тоже вариант. Если мы опять берем за ту же десятину, если бы в этом мире десятина шла в действительности туда, куда надо изначально, мы бы сейчас жили, реально жили, я не скажу в созидательном обществе, мы жили бы уже давно в идеальном обществе, друзья. Почему? Потому что можно было развить мир просто прекраснейший. Представьте, когда масса людей поддерживает опять-таки тот же институт, это бы не был бы институтом религии, это было бы сообщество людей, которое представляет мир духовный и отстаивает его позиции здесь. С такой поддержкой уже бы давным-давно было бы идеальное общество. И здесь бы не было бы, пожалуй, вообще субличности как таковых. Люди бы обретали жизнь. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Поэтому средства, которые люди передают в институты, это поддержка организаций, для которых, скажем так, вопрос служения — это работа. Когда жизнь становится работой, то это не жизнь. Вот и ответ, друзья. Почему мы в таком мире и в таком хаосе? При наличии огромного количества различных религий и огромном превалирующем многократно количестве верующих, мы живем в аду, где доминирует сатана. Простой ответ. И он правдив. К сожалению, но это так. И есть понимание, Игорь Михайлович, насколько прекрасно созидательное общество еще и для духовной жизни человека. Потому что, во-первых, как мы уже говорили, это уменьшается нагрузка на вновь родившихся людей. Конечно. Меньше людей первого типа, больше тех, кто чувствует вот эту связь с душой. Увеличиваются шансы на духовное Есть спасение. время, чтобы И ты что потратил его на немаловажно, духовное развитие. конечно, ведь развитие созидательного общества — это высвобождение времени для людей, которые вынуждены тратить на работу, на то, чтобы обеспечить себе минимальнейшее даже проживание на сегодняшний день. Но ведь это ж так. А еще в обществе, где после перехода исчезает такое понятие, как деньги, Это вообще тогда исчезает власть истина и исчезают автоматически деньги. Да. Но остается. есть один минус. Если в обществе, где есть накопление, как эквивалент твоего внимания, ты можешь откупиться, купив себе состояние покоя для себя как субличность, то в мире, где упраздняется денежная единица и власть, тебе не за что будет купить. Ты вынужден будешь работать духовно над собой. К тому времени, И все для надеюсь, этого есть. да, к тому времени, надеюсь, у людей знания будет и появится желание. Это выбор людей. Тут ничего не сделаешь. Здорово, спасибо. Главное — стремиться к этому. И главное — развивать жизнь внутри себя, А это самое формировать важное. вот эту жизнь. А жизнь внутри себя, друзья мои, начинается через любовь. Поэтому давайте просто
любить друг друга. Спасибо. Спасибо, Игорь Михайлович. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Спасибо.